Глава Коми Владимир Уйба записал новое обращение к жителям республики. Смотрите его прямо сейчас. Бурлунду Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня в своем видеообращении расскажу о том, каким медицинским оборудованием мы будем оснащать в этом году онкоцентр. И начну с того, что в республиканский онкологический диспансер вот буквально в ближайшее время поступит 15 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Сейчас идет процесс закупки передвижного рентгенаппарата, это так называемая СИ-дуга, роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики, это лаборатория, и с возможностью архивирования, это очень важно. Сегодня ни один центр, федеральный, да и наш центр, онкологический диспансер, не может ставить диагноз без гистохимии и иммуногистохимии. Также новое оборудование будет дополнением к тому, что уже поставлено в 2021 году. Напомню, что в прошлом году онкодиспансер получил 27 единиц медицинской техники. Участие в нацпроекте позволяет оснащать не только онкологические стационары, но и центры амбулаторной онкологической помощи. Очень важно, потому что именно на уровне первичного звена, а амбулаторный центр онкологической помощи именно первичное звено, и идет основное выявление или невыявление на ранних стадиях. Поэтому вот такие центры уже созданы: Сыктывкар, Эжва, Ухта, Воркута, и это приближение непосредственно специализированной медицинской помощи к человеку. В этом году в Ухтинский центр амбулаторной онкологической помощи на базе городской поликлиники закупят маммограф. И понятно, что маммограф – это очень важное диагностическое оборудование для выявления рака молочной железы на ранних стадиях. И в целом расходы на приобретение вот этого оборудования, очень важного диагностического, в 2022 году составят более 157 миллионов рублей. Как я уже сказал, это самое главное ведь не в том, чтобы закупить просто оборудование. Мы готовим персонал, готовим врачей, готовим средний медперсонал для работы на этом оборудовании. Мало того, для того, чтобы как можно быстрее выявлять именно на первичных стадиях онкозаболевания, в этом году мы проведем дополнительное образование для терапевтов первичного звена с тем, чтобы вот этот первичный онкопоиск еще более улучшить, с тем, чтобы уже даже терапевт на приеме мог вот таким путем опроса выявить возможность онкозаболевания у того или иного пациента и направить его на дополнительное диагностическое обследование. Я хочу сказать, что в этом нам будут помогать специалисты из Национального исследовательского центра онкологии имени Петрова из Санкт-Петербурга, и мы сейчас уже такую группу врачей готовим для того, чтобы вот они прошли дополнительное образование. По эпидобстановке за сутки у нас снижение, но снижение от не вчерашнего дня, а от, получается, 7 числа, потому что все-таки вчера у нас было 376 случаев, а сегодня 442. То есть мы немножко опять подросли, но думаю, что это все-таки уже тенденция, потому что мы на протяжении последних 5 дней все-таки снижаемся. Максимальное количество заболевших Сыктывкар, далее Ухта, Усинск, и Ижемский и Прилузский районы, там тоже достаточно высокий уровень пока еще заболеваемости. Тем не менее, по коечному фонду мы резко сократили. У нас сегодня на развернутых 1902 койках всего занято 1236 человек, 1236 коек, соответственно, мы ведем сокращение, потому что понятно, что разрыв уже сейчас 1902 койки, 1236 больше, чем 25%. Поэтому сократили 383 койки, в основном это Коми-республиканская клиническая больница. И также по городам сокращаем в Ухте, в Усинске, в Воркуте.
Я хочу сказать, что мы резко снизили темпы вакцинации, но опять же напоминаю, что вот из 442 человек, которые сегодня заболели, всего 5 человек привитые, а из умерших 8 человек сегодня за сутки ни одного привитого нет. Поэтому я снова и снова, уважаемые жители республики, акцентирую на том, что нужно вакцинироваться, а у тех, кого вакцинация прошла, нужно не забывать о ревакцинации. У нас для этого все есть, и люди, и пункты открыты, развернуты, кабинеты вакцинации, и достаточно большой, более 116 тысяч доз вакцины. На этом у меня сегодня вся информация. Всего вам самого доброго, берегите друг друга, до следующей встречи.